Привет, народ могучий. Сегодня, как показывает мой календарь, 5. Вчера то же самое было. Имеется в виду прямой эфир. Но сегодня уже 5. Я решил еще немножко выйти прямую. Надеюсь, комментарии видны, слышны. Есть кто? Пишите, пожалуйста, если не трудно. Или нету. Опять закрыл я. Или как там. Народ. Так. Комментарии. Создать ролик. Ой, что-то сохраняется. Че, комментариев нету, да? Никак? Пишите, пожалуйста. Коли нету, опять отключены, да? Странно, вроде написал все правильно. Что ж, обойдемся и без, к сожалению. Надеюсь, все слышно. Ну что, ребята, прическа, как говорится, отдыхай, расческа. Да, весна, да, скоро после 20 мая будет лето у нас. Ну а пока дождь, слякоть, снег, солнце, все в одном. Весна она. И вот сегодня, пока батарейка заряжается, и пущай народ подтягивается, я хотел бы немножко остановиться про вчерашний разговор о том, что акция, и о том, что действительно ли это так, спрашивают люди, отвечу прямо, да, это действительно так. От заказов проценты будут отправляться на благотворительность, поддержку врачам, вот, против коронавируса, в частности, своей родной республики. Вот. Повторю еще раз, если вы заказываете, то уже помогаете в борьбе против этой заразы. Вот. Эта акция не течение одного месяца, пока только начинаем, там видно будет, как попрет. Так что при следующем заказе, ребята, те, которые думают, те, которые до сих пор не решились, уже есть солидный такой повод, чтобы помочь действительно, а не как бы и так бы. Так, ну, не будем о грустном. Сегодня вопросы пришли, вернее, вчера ночью пришли вопросы, в частности, про якутского ножа. И, как говорится, почему такая цена. Повторю, те, кто не знает, да, цена не маленькая, но учитывая, что за такую цену вы получаете настоящий якутский нож, не как бы, не псевдо, не где-то подмосковный, а именно в Якутии, здесь, на этой кузне делается, вот этими руками. Вот. Это очень важная составляющая. То есть вы всегда уверены, что это действительно якутский. Вот. Второе. На каждом изделии, независимо от стали, независимо от комплектации, скажем так, пожизненная гарантия. То есть ножик у вас там пострадал, ножик у вас по каким-то причинам рукоять, там собачка, как говорится, погрызла и так далее.
Все делается, меняется по гарантии, пожизненно, бесплатно. Тогда возникает третий вопрос. Почему делается цена, почему такая высокая? И вот третий вопрос уже прозвучит вот таким образом. Если пожизненно у вас новый ножик, это цена копейки получается. То есть вы заказываете у этой компании, и на трубе на той стороне буду я лично разговаривать или писать по WhatsApp, вот, то вы уже становитесь участником для борьбы против коронавируса, во-первых. Во-вторых, вы делаете предоплату 100%. После того, как вы 100% предоплата поступила, вот, начинается делаться ваш нож. Я чуть не забыл, еще есть очень удобный вариант оплата по частям. В данный момент пользуется два участника. Любую сумму на любой срок, пока не достигнет 100% вашего желаемого ножа. То есть вы заказываете ножик в бычьем хвосте, например, показываю просто, например. Вот, цена ого-го по-вашему, на самом деле не ого-го, нормально именно. Вот. И получаете вечный такой ножик, вечный. Что-нибудь сломается, что-нибудь там, не дай бог, конечно. Все делается обратно, отправляете мастеру, показываете. Вот. Фотографии, видео, как это случилось и так далее. Мастер смотрит, говорит отправьте, значит гарантия работает. Мастер смотрит и отказывается. Того бывает очень редко. Очень редко. Да, бывают такие случаи. Некоторые специально ломают, чтобы получить новую. Вот такие умные нынче пошли клиенты. Особенно мои пытливые умы моих земляков. Недавно отправили мне фотографии моего старого, один из первых, еще, по-моему, Г-65 ископалкоделанный ножик, похожий. Ну, уже там клеймо старое и так далее. Но поломали на три части, слопали конкретно. Давай сделай по гарантии, говорят. Вот такие умные предложения, к сожалению, останутся у разбитого корыта. Почему? Потому что перед тем, как отправить клиенту эти ножи, я тут тестирую, ломаю. То, что ломается, ну вот, то, что предметы маленькие, ударяю по кости, ну, рога Схатова, стругаю, вот, каждым ножом. Помимо этого войлок, резина, бумажка и вот такой, похоже очень, подложка, похоже очень на мясо рыбы. Тестирую, поправляю. Вот станочек у меня новенький, тормиком. Сразу показывает, какие данные. Но уже при ковке, при закалке мастер чувствует, знает сразу. Да, это действительно хорошо вошел. Но этому клинку есть пару вопросов. Вот. И тогда, как мастер отправляет клиенту свои, его уже ножи отправляет. Вот. И с 1 апреля
Оправка бесплатно уже. Оправка любую точку мира бесплатно отправляю. Это, оказывается, уже 5-й плюс. Вот. То есть вы получаете, оплачиваете суммы и забываете. Трек отправки отправляю. Вот. Все, ждете своего заказа. На данный момент едет в Белоруссию, Украину, Германии дошли. Вот. На днях отправлю за бугром вообще-то. И ни одного ножа. Но об этом чуть поподробнее немножко потом. Вот такие условия ждут каждого клиента. Вот. Итак, друзья, наверняка больше никто не присоединится. Предлагаю вам в прямом эфире посмотреть. Сегодня я добавил еще 2 ножа. Ножички получились отменные. Отменные. Действительно, должен заметить, что качество растет не только с виду, но и со сталью тоже. Я тому очень рад. Сам сегодня протестировал. Крутые они получились. Итак, предлагаю немножко экскурсию по моей кузне. Сейчас поднимемся наверх и узнаем, посмотрим. А я немножко так. Насчет комментариев. Я, конечно, что-то нажал уже 2-й раз. Что-то нажал не туда. Ну вот, поднимаемся. Да, потолок темненький пока. Ну ничего. Летом будет ремонтик. И там посмотрим. Ну-ка, я камеру поверну-ка. Ой. Ну что, дамы и господа, смотрим. Вот пакетик. Надеюсь, слышно. Если слышно, палец вверх, пожалуйста. Смотрим пакетик. Ох ты, сразу вышел новенький. Сегодня сделано. Кожа хорошенькая. Да и качество отменное. Самого ножа и кожи. Смотрим. Тут уже достаточно твердая она. Не убивается. Вот такой вот красавчик ждет, ребята. Длина клинка 12. Если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. И вот такие микарты. Такой красавчик, такой капик. Рога чубуков, как всегда. Смотрите, идеально. Нету тут изъянов, ребята, не найдете. И клеймо мастера от Бурдыга. Ну чё, ребята, такой ножик разве плохой за 500 рублей? Вот такой красавчик. Давайте еще, что у нас тут? Ага, еще новенькие, только вверх. Так, ну вот, уже коричневым. То же самое, конский волос. Капик березы. Мои коллеги. И карточка. Можете использовать такие штучки. Ну, смотрите. Еще уникальный. Вообще классно. Вот. А тут, ребята, длина уже 13. Кованый дол, клеймо мастера. Рога чубуко. Спуск прямой, 100-месячный, сталь Неолокс. Это тоже сталька Неолокс.
держится суперски. И севидные, ребята. Тут тоже немножко чуть помягче, чем тот. Так, ну чё, вчерашние, ребята, вчерашние, поподробненько. Но это один из длинных ножей, которые будут в розыгрыше. Ну, вот узорчик. Рога Сахатова и рога Чубуку вставочка. Карта зеленка. А тут РВЛ, ребят. РВЛ. Очень хорошая сталь. Клеймо мастера. Обух 3,2. Длина 14. Вот. Тут скептики скажут. Я знаю, я чувствую, все равно до сих пор. Даже сейчас в прямом эфире говорят, что тут она лопнет, да, отклеится и так далее. Нет, ребята. Тут применена особая, подчеркну, технология. Ломали, но не здесь, но не там. Сломазным в другом месте. Вот. Так что надежно, ребят. Все надежно. Опа! Ну что, ну давайте всю правду на стол. И вот еще один. Совершенно красивый. Такой красавчик. Такой красивый. Какой кап. Какая сталь. Ну вот, рога чубуком. Клеймо мастера. Узорчики. Капик. РВЛ. Так, и 3 замечательных хвоста. Вот так вот. Такие ножи ждут, ребята, вас. Кто желает. Да, кстати, у нас участников 18 было. Ну, походу, уже 19. Даже замком. Ну, вот и подармейский. Знакомый звук. Ну, этот цвет совсем другой, симпатичный. Кому как, конечно. Вот так вот, мужики. Так, итак, завтра добавится только еще 2 последних ножа. 2. Вот, они будут в кожаном, но уже длина клинка чуть подлиннее, чем 12 и так далее. Вот так вблизи, вот так. Вот так вот. А ты приобрел билеты? Нет? Ну, что делаешь-то? Надо приобрести. Такие шедевры, ребята, не каждый день рождаются. Вот. И имейте в виду, можно заказывать таких из таких, надо сказать, комплект рукоятей, чтобы было красиво и так далее. Вот. У меня тут, говорит, батарейка сядет. Давайте я подзарядил. Оп. Ого. Ну вот, ребята. Наверняка после этого ролика добавятся участники. Ну,
многие, особенно мои земляки путаются. Сколько номеров осталось? Сколько номеров осталось? Номеров не номеров не остается, не набирается. Номера сотовые даются. Это ваш билет. Сколько угодно билетов можете приобрести. Без ограничений. Так что те, которые играют в выигрышные лотереи, там торты всякие и так далее, тут не так, ребята. Тут сахалы-махалы по старинку. Крючочек решает. 9 раз вытащим билетик. Вот. Да, ах да, вспомнил. Прошлый раз 20 соответственно апреля мы разыграли розыгрыш ножей 5 штук. Вот. Не здесь, а в другом месте. И там я не показывал ножи. Все ножи были одинаково в коробке, как всегда. Вот. И возникает вопрос нынче то же самое. И я тоже вам задаю вопросы. Пожалуйста, ответьте комментариями. Будем разыграть в коробочке или в открытую. То есть достается билетик, достаем билет, смотрим, голосую. Человек, Иван Иванович, алло, поздравляю и так далее. Вот. И тут предстоит Ивану Ивановичу выбрать либо на ощупь сразу, видит какие ножи, либо в коробочке. Вот. Так что, ребята, выбор за вами. За вами. Я понимаю тех, кто будет, те, которые 8, 9, до них уже все хвосты разберут, наверное, естественно. Вот. Так что немножко маленький спорик делаем. Вот. Пишите под этим видео комментарии, свои идеи. Не идеи, либо в коробке, либо в открытую. Все. Да или нет? Кстати, перед тем, как завершить сегодняшний эфир, Вова ждет, имеется в виду волк обычно. Имя волка Вова, Вовочка, шейник. Ждет хозяина. Пока нету хозяина Вовочки волка. Если был бы, ну, в Сочи, по-моему, играх в Сочи, зайчик там, забивака, Вовочка, волк. И этот красавчик в наличии. Ребята, РВЛ-ка 13 в темном. Цельный капик в наличии. Суперский ножик лежит. Так что 2 ножа в наличии. Пишите в личку. И оставьте комментарии насчет спора. В коробке или без. Все. У меня на сегодня все. Маленькая экскурсия заканчивается. Так, ссылочку, будьте добры, репостните своим. 9 мая уже вот-вот. И желаю всем здоровья, хорошего настроения. Май все-таки, ребят. Май. Вот. Тем, которым уже, ну, уже, посчитайте, следующий понедельник у нас открывается сезон охоты с 11. Значит, 10 ночью мы будем открывать сезон охоты на уток. Не по всей Якутии, но там, где разрешено. А там, где коронавирус запретили, в тех районах. Ну ничего, ребят, поживем, увидим. До этого у нас большая миссия. Надо отметить День Победы. Так что желаю вам победы на 9 мая. 9 ножей. Увидимся.